Горячая пора. Жители Башкортостана вновь жалуются на платежки по отоплению. Не успели ресурсники подать тепло в дома, как людям начали приходить квитанции, причем за полный расчетный период. В основном жалуются на Баш-РТС. Похоже, проблема уже стала сезонной. Артур Шамсудинов разбирался, почему. Одна батарея в моей комнате, она очень горячая, греет хорошо. Как Хабиров сказал, 3 дня в теплых носочках можно было пережить. Как бы не страшно было. Носочки одевали, пережили бы, чтобы такие платежки не платить. В жар бросает не только от горячих батарей, но и квитанций за отопление этой небольшой комнаты в коммунальной квартире. Елене Пегашевой пришел счет более 1500 рублей. Для малоимущей женщины с несколькими детьми на руках деньги не маленькие, но больше всего возмущает другое. Хочу добиться справедливости, за что за сентябрь мы платим, если у нас подключили отопление с 1 октября. Официально есть акты о подключении. Жители дома по улице Герцена еще до включения отопления обратились в ресурсоснабжающую организацию с просьбой пустить тепло в их квартиры не раньше октября. Все-таки температура воздуха на улице была положительной. Можно было и потерпеть, но зато сэкономить на платежках. Впрочем, не вышло. У меня 3 с чем-то, у меня, коммунальные услуги идут. Получается, 4 с лишним у меня получается отопление в отопительный сезон. И плюс-минус свет, газ у меня получается где-то 10 с лишним. При наших двухэтажных домах, двухкомнатная квартира. На руках у жителей акт о подключении отопления, выданный в Баш-РТС, где указана конкретная дата – 1 октября. Я, например, многодетная мама, малоимущая, у меня 3 детей. И я плачу за комнату, которая 19 квадратов, я плачу только за отопление 2300. Они как роботы там сидят, только отправляют платежки. Платите им только деньги, все, больше им ничего не надо. Ситуация с отоплением уже 3-й год поднимает градус общественного напряжения. Сейчас больше всего возмущены жильцы тех домов, где не установлены счетчики тепла. Им начисление идет по нормативу. И независимо от того, когда фактически батареи стали теплыми, расчетный период начинается с официально объявленного властями отопительного сезона. В Уфе он стартовал 25 сентября. Начисление в отношении таких домов производится в течение 8 месяцев одной и той же суммой на всем протяжении. То есть с сентября по апрель 2022, вне зависимости от температурных и остальных режимов. Раньше за тепло жители платили круглый год, но с 2019-го ввели 8-месячный расчетный период. Примерно столько по нормативу в Башкортостане длятся холода. Фактически фиксированную сумму оплаты просто разделили на меньший срок. А вот деление на дни предоставления услуги в нормативе не предусмотрено. Даже если несколько дней, теплоснабжающая организация обязана им выставить за весь месяц по нормативу за отопление. При этом больше, чем 8 месяцев теплоснабжающая организация в год выставлять не может. Она могла бы, например, если сдвинула, начиная платежей за октябрь, то, соответственно, люди получили платежки и за май, независимо от того, поступало тепло в этом месяце в дом или не поступало. Жителям от ответов чиновников ни холодно, ни жарко. В этой старенькой двухэтажке по улице Герцена люди и так считают, что сильно переплачивают. При этом установка приборов учета в малоэтажных домах зачастую невозможна, либо слишком затратна. И пока не изменится законодательство в области системы расчетов, погоду в их доме, похоже, и дальше будут считать по показателям нормативов. Артур Шамсудинов и Эдуард Гайнанов. Новости. Уфа.